Ребята, всем привет! Сегодня у нас будет с вами рыбалка в забродку. Значит, в вейдерсах выйдем на перекат. Находимся мы на реке Мокша. Это мой самый дорогой перекат. Дорогой он по той причине, что здесь я потерял самое большое количество своих воблеров на головля, таких как ZBS Hickory, FOB от Ponton 21 и, по-моему, значит, Чабби от Джакаловский. Вот. Дорогой перекат. Это воблеры из тех только, которые я вспомнил. Вот. Которые запомнились мне своей утратой, так скажем. Вот. Значит, несколько дней назад я здесь уже рыбачил в забродку вечером уже по сумеркам. Тот, кто следит за моим инстаграмом, видели, что я поймал здесь жереха на килограмм с лишним и несколько головлей тоже поймал. Вот. Сейчас у нас время с вами 16 часов 13 минут. Я еще разговариваю с вами, да. Ну, я думаю, где-нибудь там, 4:30 мы будем уже с вами на воде. Вот. Обстановка на воде какая? По крайней мере, вечером я выходил. Очень много травы. Мелковато, поэтому я рыбачил на воблеры с заглублением СССР. Вот. Потому что много зацепов. И не хотелось бы терять приманки. Вот, и сегодня у нас, значит, какое дело. В моей, так скажем, коллекции огромадной воблеров на головля появилась еще одна приманка. Прислали мне ее по почте, я ее заказывал. Там у одного товарища выпросил. Сейчас вот распакуем, еще не распаковывал. Сейчас я вам покажу, что у меня здесь. Ни хвоста, ни чешуи. Подписали мне тут. Огромное спасибо за пожелания. Сейчас, ребята, распакуем все это дело, и я вам покажу, что это за приманочка. Это приманка ручной работы. Смотрите. Нет, ребята, это не Хамакура Спайдер от Джакал. Это ее копия. Реплика, назовите как хотите. Оригинальные воблеры такие уже давно не выпускаются. И на барахолках они стоят где-то 5-7 тысяч рублей. Вот за оригинальный воблер вот такой. Вот. Этот воблер мне вышел гораздо дешевле. Вот, не буду говорить стоимость, оставлю ссылочку на человека, который мне этот воблер изготовил и прислал. Вот, а вы уже там по желанию сами с ним свяжетесь и договоритесь, возможно, вам тоже он сделает. Эти воблеры у него не лежат там кучами, значит, какими-то, да, по крайней мере, он сказал, что это вот последний, вот. И он мне его прислал, потому что я его там, несколько раз теребонькал, вроде мне надо, и он сказал, вот мой, тебе отдаю. Вот такой вот воблер. Огромное спасибо этому товарищу. Еще раз повторюсь, ссылочку на этого человека я оставлю под видео. Вот, ВКонтакте с ним свяжитесь. Вот, ребята, этот воблер мы тоже сегодня с вами попробуем. Ну и приоритетно, наверное, скорее всего, будем ловить опять же на воблеры с заглублением СССР. А у меня таких не особо много. Это будет у меня, значит, Джакал Чабби. И еще у меня есть Мегабас Baby Griffon Zero. Вот. Ну, сейчас я переоденусь и там уже на воде вам все это дело покажу. Вот, что-то прям мечтал об этой приманке, и вот, так скажем, она у меня в руках. Вот, это царь тараканинга, так скажем. Вот. Ну все, побежали, одеваю здоровые резиновые сапоги,
собираю спиннинг и на воду. Опа. Вот такой вот перекат живописный. Начну рыбалку со входа в перекат, а потом спущусь ниже туда. Сначала пойдем вон туда. Поставил этот воблер, попробуем его, очень хочется, а потом на другие. Так, ну приступим. Воблер летит более чем отлично. Держит струю, играет очень хорошо. Да, очень хорошо летит. Несколько дней назад я здесь тоже бросал, поймал в этом месте одного только головля. Основные поимки были непосредственно на перекате, там ниже по течению. Но тем не менее здесь нужно тоже покидать. Воблер идет с небольшим заглублением. И хорошая уверенная игра. Отличная приманка, я думаю, будет ловить. Постараемся даже сегодня ее разловить. Вот так сделаем. Ловись, рыбка большая и маленькая. Сегодня очередной жаркий день. Днем было где-то 33. Сейчас может быть чуть-чуть поменьше, да? Ну вот 32 градуса сейчас. Не особо стало попрохладнее, хотя ветерочек присутствует и немножечко обдувает. И это радует. Сейчас здесь немножко покидаю, еще сменю приманочки и пойдем вниз. Времени не особо много на рыбалку. Блин, только вот этого не хватало. У меня уже здесь такое было, блин. Вот так же ко мне подъезжает гидроцикл сюда на перекате в прошлом или в позапрошлом году. И мужчина у меня спрашивает: клюет? Клюет. Собрался и домой пошел. Но, слава богу, этих хватило мозгов развернуться. А то рыбалка чуть-чуть не оказалась в опасности. Поменял приманку. Сейчас сделаю несколько забросов. Вот такой вот. Это Megabass Baby Griffon Zero. Эта приманка, я не сразу, конечно, об этом узнал. Случайно так получилось, что она в темноте светится, короче, фосфорная. Вот. Хвостик уже, как бы, который был оригинальный, у меня отъели рыбы. И этот хвостик я сделал, отрезав пучок шерсти с собаки племянника. Вот.
Попробуем сейчас на этот воблер. Приманка тоже поверхностная. Сделаем несколько забросов и пойдем вниз. Попробуем на струе и на выходе там из переката. Кого тут поймаешь, блин? Кого тут поймаешь, бля? Есть, наконец-то, блин. Наконец-то, ребята. Вот это поклевищина. Сюда иди на. Вот это поклевище. Поймать эту рыбу было уже дело принципа. Жерех, да? Правда, я еще не поймал ее. Но сейчас, наверное, поймаю. Да, ребята, поймал. Что я вам хочу сказать? Время без 15:07. Перемещался по перекату, уже перешел вот на другую сторону даже реки. Это первая поклевка за сегодня. Первая поклевка, ребята. Вот такой вот жерешок с мощнейшим ударом на чабик, СССР-очку. Кидал. Я бы не сказал, что много воблеров я тут перебрал, как бы. Я как я уже и сказал, что у меня вот такой воблер. Мегабаз Baby Griffon Zero, и еще паучка нового кидал. Ну вот в них упирался, как бы, блин. Потому что другие воблеры здесь просто-напросто не проходят, цепляются за траву. И наконец-то удалось поймать вот такого жерешка. Ну, дело принципа, как еще раз повторюсь, было уже поймать. Я думаю, ну что за фигня? Моторные лодки, блин, вот катаются. Этот гидроцикл еще тут, блин, все, видимо, распугали за выходные. Среди недели, я говорю, был, клевало гораздо лучше. Ну все, отпускаем. Все, убежал жерешок. Я уже думал, прям просто, ну вообще ничего не поймаю. Приуныл, так скажем, блин. Ну что, братцы,
Подошла сегодняшняя рыбалочка к концу. Я, честно говоря, разочарован клевом. Время сейчас 7:30 вечера. Я уже откровенно просто устал. Перемещался вверх, вниз, на другую сторону перешел. Бросал. И вот, как вы видели, поймал одного жерешка. Поклевка, конечно, очень порадовала, очень мощная на потоке. Но клев вообще говно. С чем это может быть связано? Может быть с погодой, с луной, там, с давлением, со всем остальным. А может быть просто из-за того, что лодки и вот водный вот этот мотоцикл туда-сюда гоняет. Сегодня воскресенье, что здесь было вчера, я тоже не знаю. Может быть, тоже пугали рыбу здесь. Вот, ну, не знаю, короче, блин, клев плохой. Среди недели, вот я говорю, здесь рыбачил, было поинтереснее, как бы. И поклевки были, и поимки, и все остальное. Вот, значит, что хочу сказать вот по этой приманке, да, как бы сегодня я ее юзал, ничего не поймал, да. Поклевка у нас была на Джакал Чаби СССР-очку только, и все, да, и мегабасик я бросал, не поклевки. Значит, за этот воблер что хочу сказать, он держит струю, а это очень важно, как бы, летит очень далеко. Вот, как бы, я думаю, что эта приманка будет разловлена, как бы, буду уделять ей внимание, потому что, как бы, приманка очень интересная. У меня есть приманки тоже вот такие с лапками, там, от фирмы Сакура. Видели у меня жуков, да, как бы я тоже вот на них рыбачил. Клевал у меня, как бы, поверхностные приманки, очень интересные на них поклевки, такие зрелищные, как бы, все это происходит на глазах. Вот, ну и эту, я думаю, тоже мы с вами разловим. Вот, оказывается, у нее есть название, написано микс на брюшке у нее. Вот, понравилось, приманка понравилась. Вот, значит, по семейным обстоятельствам я буду эту неделю, точнее следующую неделю, ночевать возле этого переката. Ну, здесь населенный пункт, здесь у моих родственников дача, и я здесь буду ночевать. И поэтому буду, может быть, выходить сюда на вечерочки и бросать. В этот раз буду брать с собой камеру и, может быть, что-нибудь засниму. А на этом все. До новых встреч, пока-пока, и увидимся на воде. Есть, ребята. Есть. А вот и первая рыбка. Не особо крупная, по-моему. Но это голавль. Эх, а вон там чего нахуй бежало. Стоял тоже, наверное, голавль. Да, голавлик. Возьмем его лип-гриппом сейчас. Опа. Воблер, значит, ручной работы. Мастер Максим Замолотов. Блин, вот все неплохо, только я не взял с собой карцанг, чтобы отцеплять крючки. А это очень хреново, я вам скажу. С головлем шутки плохи. Все, удалось отцепить. Небольшой голавлик, вот такой вот. Сейчас до этого кидал воблер тоже. Копия на Хамакуру Спайдер от Джакал. Была тоже поклевка со сходом, к сожалению, не удалось заснять. И вот на такой воблер сейчас у нас первый голавлик. Значит, получается, как бы на тот воблер, ну, была поклевка, но тем не менее больше рыбка не заинтересовалась. Сменил приманку и сразу же попался. Блин, поторопился. Я от комаров не побрызгался и забыл карцанг.
При ловле головля нужно менять приманки. Если не клюет на одну, не нужно упираться. Нужно постоянно менять приманки. Сегодня клюет на одну, завтра на другую. Солнышко садится. Не так жарко. Ветра нет. Погода просто отличная. Сейчас здесь немножко покидаем. И будем спускаться. Как бы времени на рыбалку немного. Вот такие будут коротенькие вечерние рыбалочки. Если они будут успешные, я вам их покажу. Есть, поймал. Маленький. Блин, в траву заводит на. Маленький. Ну, вот грамм 300. 200 нет? Грамм 200-300. Так. Ну, вот такой маленький голавлик. Отпускаем. Хоп, все, убежал. Есть, на. Сюда иди, на. Блин, сошла, ну как так-то, блин. Окунь, походу, был хороший, блин. За траву зацепился и губы ему там оторвал, и все. На. Поклевка была окуневая, нифига не голавль. Но кушок был такой приличный, я думаю.